Уважаемые зрители, просим вас встать для исполнения государственного гимна Республики Беларусь. Большой привет всем любителям футбола. С большим удовольствием приглашаю вас в город Добруш на местный стадион «Юность», где в рамках третьего тура чемпионата женской высшей лиги футбольный клуб «Гомель» будет принимать футбольный клуб «Минск». Меня зовут Антон Козик, и сегодня с моим оператором Владимиром Каменевым мы для вас будем работать на этом поединке. Ну и, конечно же, желаем вам хорошего просмотра игры, ну и, конечно же, побед вашим любимым командам. У нас все практически готово к старту поединка, но вот такое вот пока что предматчевое совещание команд. Нужно и слова сказать капитанам, переговорить, ну и, конечно же, настроиться на поединок. Это делает и Гомель, это делает Минск, но вот минчанки, конечно, тут в полном составе, весь тренерский штаб, все запасные, но гомельчанки пока что, наверное, только стартовый состав обсуждают, что будет происходить на поле в ближайшие 90 минут. Ну и после того, как у нас прозвучит стартовый свисток, мы, конечно же, вместе с вами поговорим о составах, поговорим о том, какие изменения, в принципе, произошли по предыдущим матчам. Но пока предлагаю заглянуть в турнирную таблицу и поговорить о том, на каких полюсах команды сейчас находятся перед стартом третьего тура. Футбольный клуб «Минск» после двух встреч имеет 4 очка. Подробно про встречи, которые проходили до этого поединка, мы также подробно обсудим. Но что касается гомельчанок, то после двух игр имеют они один турнирный балл и находятся на 9-й строчке в турнирной таблице. 11 команд, напомним, и в этом чемпионате у нас будут действовать, поэтому можно тут привыкать, что в определенный тур одна из команд будет его все-таки пропускать. У нас все готово к стартовому свистку главного судьи. Максим Попок работает на сегодняшнем поединке, Анна Наливайко и Андрей Садловский — это помощники судьи, Дмитрий Сазанович — четвертый судья, и Михаил Сокарев — инспектор сегодняшнего поединка. Ну что, стартовал у нас поединок, матч начался, ну и давайте уже знакомиться с составами. Гости сегодняшнего матча — женский футбольный клуб «Минск». В воротах номер 65 Кристина Алешина, номер 2 Ульяна Асаула, 4 Ксения Кубичная, Яна Хатырева. Под 7-м Диана Кацинель, 10-й номер Мария Куприянчик, 11-й Арина Смирнова, 13-й Виктория Казакевич, 20-й. И здесь у нас заброс в штрафную площадь, но Алешина забирает мяч и даже не берет его в руки, а, соответственно, сразу же начинает атаку для своей команды. Лада Пашковская, 44-й номер, Виктория Валюк, 76, и Мирослава Зубко, капитан команды, под 88-й будет действовать главный тренер команды Андрей Пышник. Вот такой вот состав ЖФК Минска на сегодняшний поединок. У нас тем временем Куприянчик с мячом дает передачу в центр. И передача идет на левый фланг в исполнении Смирновой. И тут уже горожанки атакуют по левой стороне поля. Ну хорошо в отборе играет защитник гомельчанок. И еще одна подача в штрафную площадь. Даже не еще одна, это, кстати, первая подача у нас была в сегодняшнем поединке, поэтому, в принципе, можно выдохнуть оборонительной линии Гомеля и, соответственно, перевести
дух и, соответственно, начинать уже свою атаку. Ну что, давайте знакомиться с составом гомельчанок. В воротах номер 1 Анастасия Мацияускас, капитан команды Анастасия Бракова, номер 2 Валерия Ерецкая, под 4-м номером Мария Павлова, 5-й Вероника Кузьминцова, 8-й номер Валерия Неберова, 10-й Татьяна Пружина, 12-й Анастасия Савицкая будет действовать по 13-м номерам, Ксения Барсукова, 14-й Мария Глущенко, 17-й Анна Реут, 19-й. Главный тренер команды Эдуард Деменковец. Вот такой вот составы на сегодняшний поединок. У нас тем временем атака. Зубко. Зубко. Хорошая передача внутрь штрафной площади, но Мацияускас забирает мяч под свой контроль. Ну и можно, в принципе, немножко успокоить игру и начать новую атаку. Баркова. Баркова делает заброс вперед. Неплохая передача сейчас шла на Реут. Идет борьба. И тут пытаются в прессинг играть гомельчанки, но не удается у них забрать мяч, поэтому уже горожанки берут его под свой контроль. Купичная отдает передачу на правый фланг, еще один заброс, но здесь Барсукова здорово играет, выбивает мяч за пределы поля, поэтому можно немножко перестроиться, ну и, соответственно, попробовать как-то по-другому здесь сыграть. У нас еще один заброс вперед. Начинают атаковать футболистки Минска. Зубко. Зубко обыгрывает. Но Павлов выставляет корпус. И, соответственно, мяч опять же уходит за пределы поля. Еще один заброс на Кацинель. Кацинель отдает передачу внутрь штрафной площади. Минчанки тут пытались, может быть, как-то еще один пас отдать. Но удается ему перехватить вблизи штрафной площади Гомеля. Передача назад. И опять же позиционно начинают подопечные Андрея Пышника пытаться взламывать оборону. А здесь подача в штрафную площадь. Мацияускас первая на мяче, но решает все-таки выбить его на угловой. Может быть, и видела ситуацию, что не удастся зафиксировать его в руках. Да и тем более тут нападающая Минска очень хорошо действовала внутри штрафной площади. Поэтому, наверное, самым грамотным решением было просто перевести его на угловой. Давайте смотреть за подачей корнера в исполнении футболистки Минска. Поднимается две руки вверх. Судя по всему, какая-то домашняя заготовка сейчас будет. Но, вот знаете, по движению партнера по команде будет все-таки, наверное, ближняя передача. Так оно и получается. Зубко. Зубко отыгрывается вместе с Хатыревой, но не удалось им тут сделать вышеупомянутую домашнюю заготовку. Поэтому тут придется, наверное, как-то по-другому разыгрывать этот угловой. Получится ли ближний пас, посмотрим. Опять поднимается две руки вверх, ну и опять же следует ближняя передача. Зубко. Зубко, передача на Хатыреву. Хатырева на Зубко. Хорошая возможность для подачи в штрафную. И кулаками играет Мацияускас. Браво, говорим, голкипер Гомеля. Очень хорошо здесь ситуацию прочитала. И, соответственно, отвела угрозу от своих ворот. О, а здесь все неплохо. В подкате постелилась Кузьминцова. И, опять же, перевела мяч на угловой. Довольно-таки неплохо вышло, так что будем наблюдать еще за одним корнером в исполнении футболисток Минска. У нас тем временем 5-я минута уже идет. И еще одна подача будет следовать штрафную. Да, вот решили уже минчанки навесить. Удар головой не получается. Отходит судья для того, чтобы не мешать футболисткам. Еще одна подача, но здесь офсайда, судя по всему, нет. Удар по воротам, и Мацияускас забирает мяч. Хотя, знаете, может быть, с нашей комментаторской позиции не совсем было видно, но мне показалось, что, наверное, минчанки все-таки в офсайд залезли. Но, хотя Анна Наливайко, наверное, прекрасно видела эту ситуацию, тем более, что находилась буквально на одной линии и с защитниками, и с нападающими. Поэтому, конечно, тут доверимся решению судейской бригады. У нас тем временем атака по левому флангу. Идет навес в штрафную площадь. Получится ли здесь ударить головой? Нет, Неберова. Неберова отправляет мяч вперед. Попытка отдать на Ерецкую. Там Иреут была. Ну, то есть, видим, по-моему, два нападающих сейчас действуют. Подопечные Эдуарда Деменковца. Но тут мяч потенциально мог в руку попасть Неберовой. Но, опять же, никакого замечания от представителей судейского корпуса, действующих на поле, у нас не последовало. Кубичная. Кубичная, диагональ на левый фланг. Отыгрыш в стенку. Валюк. Валюк. Не доходит дело до удара. Передача назад Смирнову. Ну и контратака от гомельчанок могла получиться неплохо. Реут здесь вырезала. Но, наверное, не разобрались друг с другом. Ерецкая и Реут.
продолжаем дальше наблюдать и смотреть, что у нас будет происходить. Идет передача назад. Еще один навес. Опасно! И перекладина спасает Гомель. Еще один удар. Ой-ой-ой. Вот это моменте сейчас было у Минска для того, чтобы открывать счет в сегодняшней встрече. Ну, просто каким-то чудом сейчас мяч не зашел в сетку ворот. Давайте разбираться на повторе. Просто шикарнейший эпизод. Сначала мяч попал в перекладину и потом просто полетел чуть выше этой стойки. Ну, на самом-то деле, самый реальный шанс для подопечных Андрея Пущенко для того, чтобы открывать счет в сегодняшней встрече. Но, может быть, будет еще одна попытка. Идет навес в штрафную и нет, достает или нет, или будет гол. Знаете, я сам запутался, да, по-моему, все-таки мяч заходит в сетку ворот. Футбольный клуб Минск открывает счет сегодняшней встречи. Ну, вот, сопротивлялись гомельчанки, конечно, но... Уже со второй попытки мяч оказывается в сетке ворот. Но, знаете, тут сложно, наверное, нам будет вместе с вами даже до повтора определить, кто же все-таки этот мяч туда заколотил. Ну, ладно, давайте попробуем разобраться. Если нет, то уж тут не обижайтесь. В принципе, тут, конечно, сложный. Тут, опять же, может и автогол быть, и, может быть, даже та же Кузьминцова его в свои ворота зарядила. Но... Если нас, конечно, в режиме лайв смогут обновиться данные, то, конечно же, обязательно, мы, конечно, определим. Ну, кстати, подсказывает диктор на стадиона то, что Ульяна Саула забивает мяч, и тут у нас штрафной. Передача налево. Идет мяч назад и переводит уже на правый фланг. Куприянчик. Куприянчик отыгрывается с Кубичной. Кубичная отдает на левый фланг. Казакевич. Передача вперед. И у нас идет еще один навес. Мяч уходит назад. Кубичная. Кубичная передача налево. Идет передача, удар по воротам и летит уже в правый угол. Мяч тут, в принципе, без особых трудностей для Мацияускас. Видела на направлении мяча. Ну и, соответственно, Анастасия Баркова, которая, наверное, выполняет роль той футболистки, которая вводит мяч в игру. Ну что, давайте смотреть. Давайте смотреть, как у нас полетит мяч, идет заброс. И здесь хорошо сыграла Мария Куприянчик. Выиграла верховое единоборство, отдает передачу налево. Еще один пас Смирнова. Смирнова. Передача направо. Куприянчик. Куприянчик против Кузьминцовой. Отыгрыш в стенку. Входит внутрь штрафной площади Диана Кацинель, но... без особых трудностей для оборонительной линии Гомеля заканчивается этот момент. Еще один заброс. И не попадает Неберов по мячу. Еще один удар. Неприятно, неприятно. Но благо для гомельчанок мяч сейчас не полетел в створ ворот. Тут Пружина неплохо отыгрывается со своим партнером по команде. Шла передача вперед на Ерецкую. Савицкая. Не идет в отбор, но тут уже попытка от Смирнова отправить мяч вперед. Алешина. Ну, пока скучает. Прямо скажем, Кристина Алешина. Было у нее там несколько моментов для того, чтобы сыграть с мячом, но пока гомельчанки, как видим, каких-то угроз не создают возле ворот. Ну, а здесь штрафной. Штрафной оказывается Анастасия Савицкая на газоне. Ну и, в принципе, можно подумать сейчас, как его разыграть. Но остается три футболистки сзади. Видим, что это Барсукова, Савицкая и Кузьминцова, которые, ну, будут, наверное, блокировать потенциальную контратаку. Баркова у мяча. Баркова делает подачу в штрафную, но не летит мяч в створ. Тут уже вопрос, будет ли угловой, либо уже свободный удар от ворот. Все-таки угловой. Вот тут угловой. Ну и напомним то, что
матче с Новополоцким Нафтаном, который гомельчанки сыграли в ничью, именно связка Баркова и Ерецкая очень здорово сыграла между собой. Баркова навесила, Ерецкая замкнула. Поэтому я думаю, что, может быть, сейчас что-то похожее получится. Тут, конечно, и защитники Минска будут внимательно смотреть. Думаю, что разбирали этот поединок, что Ерецкую нужно как-то персонально держать, потому что эти угловые могут плохо закончиться. Но летит мяч на ближнюю штангу, Пружина не успевает зайти мячом. Ну и пока у нас тут есть время, можем, в принципе, говорить про последние результаты команд, как они сыграли в предыдущих турах. И раз мы уже говорили про гомельчанок, то скажем, что 2 матча они уже провели. Стартовый тур у них был также здесь, на Добрушском стадионе «Юность» против Минского «Динамо», где проиграли со счетом 9-0. Ну и потом отправились в гости к Новополоцкому Нафтану. Очень интересная игра на самом-то деле получилась, с обилием моментов. Ну и счет 0-0 держался до 74-й минуты, пока Виктория Сидорчук не открыла счет голам. Нафтан повел, ну и на 87-й минуте, как я уже сказал, Ерецкая с передачи Барковой, с хорошей подачей с углового получилось, Гомель смог сравнять. Ну и, соответственно, подопечный Эдуарда Деменкоца имеет на данный момент 1 турнирный балл. Ну а что касается игр Минска, как они, в принципе, играли также по ходу этого чемпионата, начинали этот чемпионат в выездном матче с Витебском. И также, ну, буквально на 93-й минуте спаслись от поражения. Мирослава Зубко на 93-й минуте забила гол, тем самым счет сравнял. Хотя Витебска по ходу всех 90 минут вел в счете. Даже не по ходу 90 минут, а открыли они счет только на 59-й. Ну и, конечно, были витеблянки близки к победе, но получилось так, что Минск все-таки не допустил осечку. Ну и потом в домашней встрече Минск уверенно обыграл команду АБФ У-19 и, соответственно, набрал 3 очка. У нас тем временем подача в штрафную, выбивает головой Ерецкая. Тут уже Павлов вступает в отбор. Ну и можно убежать в контратаку. Получится ли это сделать у Марии? Как видим, нет. Минск опять забирает мяч под свой контроль. Передача направо. Кацинель. Еще одна передача такая проездная. Корпус выставляет Савицкая, но судья показывает то, что будет у нас угловой. Ну, практически треть первого тайма у нас прошла. Уже стартует 15-я минута матча. 1-0, Минск впереди. Ну, а сейчас будет подача. Либо просто передача. Кузнецова. Кузнецова на Зубко. Отдала. Передача назад. Еще одна подача. Удар головой. И рядышком со штангой мяч проходит. Хоть и видела Мацуяускас, что летит мяч. Закрыла на ближнюю штангу. Да и, в принципе, наверное, контролировала ситуацию. Поэтому в случае, если нужно было прыгнуть, я думаю, что Анастасия бы явно прыгнула. Но, наверное, заранее прочитала, что мяч вряд ли полетит в створ ворот. Ну что, давайте смотреть за тем, как Баркова в очередной раз выбивает мяч. Выигранное единоборство в исполнении Ерецкой. Отдает передачу на Реут. Пас направо. Куприянчик. Куприянчик отыгрывается с мячом назад. Еще один заброс. И идет передача на правый фланг. Куприянчик. Передача в центр. Еще один навес. И тут уже головой играет Кузнецова. Сбрасывает назад. Зубко. Зубко неплохо проходит. Кузнецова уставляет корпус. Ну и, судя по всему, наверное, будет первый на мяче. Но тут нет поддержки. Нет поддержки от партнеров по команде. Поэтому вынуждена давать уже передачу назад. Кубичная. Кубичная делает подачу. И здесь мяч, судя по всему, выходит за лицевую линию. Без углового будет просто удар от ворот. Ну и, соответственно, в своем привычном ключе Баркова будет выбивать мяч от штрафной площади. Хотя нет, уже не Баркова, уже дают такую возможность Ксении Барсуковой. Барсукова дает передачу налево, но первая на мяче Мария Куприянчик. Неберова. Неберова сыграла на Ерецкую. Ерецкая подача на Реут. Ну и Реут набирает скорость. Тут, конечно, и корпус выставляла Ксения Кубичная, поэтому
на Алешину тут, конечно, нужно было сыграть 100%. Давайте смотреть, как Минск продолжит атаковать. Передача направо, Куприянчик. Куприянчик, передача направо. Еще раз Куприянчик отыгрывается в центр. Хатырева. Отыграет через Смирнова, но Смирнова дает передачу на левый фланг. Там и Пружина, там и Глущенко не дают пройти. Ульяне Саулой автор единственного забитого мяча в сегодняшней встрече, но у нас уже прошло 17 минут. 18-я пошла, ну и дело потихонечку близится к экватору первого тайма. И здесь падение в штрафной, но говорит Максим Попок то, что нужно вставать. Нужно вставать, никакого пенальти не будет. Да и более того, мяч просто покинул пределы поля, поэтому, соответственно, будет удар от ворот. Мацияускас устанавливает мяч возле штрафной площади, ну и, соответственно, тут уже дает шанс Барковой. То есть видим, что и Барсукова, и Баркова, наверное, будут меняться. Но, может быть, и Мацияускас периодически также будет вводить мячи в игру. Реут попадает мяч в корпус и, соответственно, выходит за пределы поля. Кузьменцова. Кузьменцова на Павлова. Павлова вступает в отбор. Передача вперед. Смирнова. Смирнова. Неудачная передача в центр. Ну и Барсукова здесь хорошо сыграла, выбила мяч подальше. Ну, Алешина подсказывает то, что сама она сыграет. И, соответственно, сразу отдает передачу на полевых игроков. Глущенко. Глущенко отдает назад на Баркову. Баркова передача на Пружину. Неберова сыграла головой и точно на ногу соперницы. Сейчас отдала мяч. Идет атака по левому флангу. Ну что, будет ли здесь подача? Давайте смотреть. Еще один разворот. Ну что, удар по воротам последует или нет? Ну вот сейчас хорошая позиция. Удар по воротам и мяч летит выше перекладины. Но вот очередной опасный момент от футболисток Минска сейчас произошел. Ну и, в принципе, отметим очень хорошую возможность для того, чтобы забить второй мяч. Но как получилось, так получилось. Минск действительно имел хорошую возможность для того, чтобы, соответственно, отличиться. Отправляется мяч в центр. Куприянчик. Куприянчик. Пас вперед. Кузьменцова сыграла ногой. Кубичная. Кубичная отдает передачу на левый фланг. Ну вот, в принципе, отметим, что Минск старается как-то позиционно атаковать. Опять же, тяжеловато взламывать оборону Гомеля, которая очень плотненько стоит возле своей штрафной площади. Но не только возле штрафной, но давайте посмотрим за атакой. Будет ли здесь прострел от Кацинелли. И удар по воротам, и счет становится 2-0. Счет становится 2-0. Диана Кацинель делает цифры на табло. И, соответственно, их увеличивает. Цифра на табло 2-0. Ну и будем сейчас разбираться на повторе, как же так далее ударить Диане. Но пока можете посмотреть за празднованием этого гола. Футболист Минска. Ну вот, убрала Павлову на замахе, ударила по воротам. Ну и, может быть, Мацияускас здесь просто не ожидал этого удара. Надеялась на защитников, что все-таки получится мяч отобрать, но не получилось. Счет становится 2-0. Ульяна Саула сделала счет 1-0, но Диана Кацинель сделала 2-0. Баркова сбрасывает назад, и здесь хорошая попытка даже для удара, может быть. Так вот, наверное, после атаки продолжу я свою фразу по поводу, так скажем, стратегии, тактики на этот матч, что Минск старается как-то более позиционно атаковать. Ну, например, контратак от подопечных Андрея Пышника я не видел. Но, соответственно, гомельчанки именно играют этим способом, потому что тяжеловато, конечно, тут позиционно взламывать и так довольно-таки высокую позицию всех игроков, ну, которая, наверное, практически на своей половине поля не находится. Даже вот если смотреть вживую, тут, наверное, общий план камеры это не покажет, но вот, например, сейчас абсолютно все находятся на половине поля гомельчанок.
То есть довольно-таки высоковато. И центр дефы футбольного клуба Минска находится, ну и крайние защитники, которые, например, сейчас и с мячом. Неплохой отыгрыш, навес в штрафную. Баркова сыграла головой. Реут выбивает мяч подальше. Ну и первая на подборе Мария Куприянчик. Куприянчик дает направо. Павлова. Идет еще один заброс. Ну и здесь уже Ксения Кубичная находится с мячом. Дает передачу налево. Будет идти подача. Ну и что? Может быть, последует удар. Сбрасывают назад. Зубко. Зубко! Удар по воротам. 3-0 счет становится. Неплохо Мирослава Зубко пробила в дальний от Мацеяускас угол. И дала направление. Дотянулась практически до этого мяча Анастасия Мацеяускас. Но удар Мирослава Зубко был чуть сильнее. Поэтому счет у нас 3-0. Счет у нас 3-0. Ну и будем сейчас смотреть на повторе. Какой же у нас мяч оказался в воротах под экватор. Ну да, вот в принципе практически дотянулась Мацеяускас до этого мяча. Но довольно-таки плотненький удар был для того, чтобы его можно было отбить. Счет 3-0 становится в пользу Минска. Уходит мяч и, соответственно, покидает пределы поля. Кузьменцова. Кузьменцова ищет варианты, отправляет налево на Ерецкую. Ерецкая тут ногой зарядила свою оппонентку. Передача назад. Алешина. Алешина получает передачу и сразу же перенаправляет мяч на левый фланг. Тут еще одна атака от Минска. Заброс в центр. Баркова. Очень здорово играет в перехвате Баркова. Баркова вырезает на Неберова. Неберова уходит. И тут, наверное, не разобрались Неберова и Ерецкая. Тут, в принципе, неплохая могла возможность получиться. Сбрасывает Барсукова на Кузнецову. Ну и Кузнецова, выставляя корпус, все-таки мяча этого лишается. Там и Савицкая, но и опять же Барсукова сыграла вперед, выбила мяч. И удар по воротам. Но просто соскочил сейчас мяч с ноги у Яны Хатыревой. И, соответственно, покинул пределы поля. Мацеяускас вновь дает возможность полевым игрокам вести мяч в игру. Баркова. Баркова поискала варианты, отправила мяч вперед. И здесь уже, соответственно, Реут, наверное, будет играть. Но совершенно одна. А на Реут тяжеловато, конечно, без поддержки что-то придумать в атаке. Потому что абсолютно все игроки сейчас уже сосредоточены на оборонительной линии. Ну, кстати, неплохо, периодически получается отбирать мячи. Вот, например, как сейчас Барсукова хорошо выставила ногу. Соответственно, мяч отправился вперед на Кузьменцова. Даже не вперед, а так поперечно. На левый фланг. Но минчанки все-таки смогли мяч отобрать. Кубичная. Кубичная, пас налево. Кацанель. Кацанель делает подачу. Но здесь Мацеяускас нужно сыграть первое на мяче. Вылетает из-за рук. Ну и удар по воротам следует. 4-0 счет становится. Минск забивает очередной мяч в сетку ворот Гомеля. Тут не разобрались оборонительные футболистки, что нужно было делать в этой ситуации. Ну и поэтому, выбрав удобную ударную позицию, футболистка Минска ударила и, соответственно, сделала счет 4-0. Давайте разбираться. Вот здесь хороший момент. Ну, не то чтобы хороший, позиция хорошая для удара. И, соответственно, из этого вытекает то, что момент получился хорошим. И Яна Хатырева забивает четвертый мяч в сегодняшней встрече. 7-й номер Хатырева Яна забивает гол в ворота Гомеля. И судья-информатор, судья Диктор, все-таки подтвердил наши догадки, что именно она ударила. Да, и, в принципе, наверное, на трансляции было видно, что именно она. То есть, подытожим. На данный момент Асаула сделала счет 1-0, Кацанель сделала 2-0, Мирослава Зубко 3-0, ну и вот Яна Хатырева сделала счет 4-0. То есть, абсолютно 4 разных футболистки забивали. Но, опять же, я думаю, не обойдется здесь и без дублей. Опять же, очень часто
бывает, когда команды много забивают, то чаще всего это делает, наверное, один и тот же игрок. Но пока, как видим, 4 разных футболистки, 4 раза отличались. Ворот Гомеля. Реут. Реут с мячом. Хорошая передача на Ерецкую, но здесь, судя по всему, по скорости выиграет Виктория Казакевич. Ерецкая, наверное, в данном случае нужно было чуть раньше вбегать, но, опять же, наверное, никто не ожидал, что Реут протащит мяч по левому флангу и отдаст такую неплохую прорезную передачу. Еще один пас Хатырева. Хатырева по центру. Обыгрывают футболистки. Валюк. Реут, ну и, судя по всему, в офсайд попали гомельчанки. Кто-то там убежал за спины защитников. Перевод направо. Куприянчик. Куприянчик. Хороший обыгрыш, но Павлова выставляет корпус, выбивает мяч подальше от своей штрафной площади. Ну и, как видим, мяч все-таки покинул пределы поля. Еще тут Барсукова. И, ой, как просто сейчас мяч оказывается в сетке ворот футбольного клуба «Гомель». Тут, знаете, упустил я начало этого эпизода, но, судя по его завершению, как-то просто защитники ЖФК «Гомель» дали пройти футболисткам Минска и сделали счет 5-0. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. И разбираться идет подача. Тут Барсукова корпусом не отыграла. И, судя по всему, Мирослава Зубко отправила мяч. Ну и тут я диктора прослушал так же, пока говорил. Но, по-моему, Зубко все-таки записывает на свой счет забитый мяч. Барсукова. Неплохо сыграли в отборе футболистки Минска. Передача налево. Ну что, получится ли здесь ударить? Но нет. Барсукова выбивает мяч подальше от собственной штрафной площади. Казакевич. Казакевич дает налево. Неплохой пас, неплохая игра в стенку. Прострельная передача в штрафную площадь, но Павлова первая на мяче. Ну, наверное, единственным правильным решением было просто выбить мяч подальше от собственных ворот, от собственной штрафной площади, для того, чтобы эти эпизоды, в принципе, дальше не пошли, не стали чем-то опасными. Но у нас еще одна атака. Валюк. Валюк. Обыгрыш. Смирнова. Смирнова. Передача направо. Куприянчик. Куприянчик делает навес. Удар головой и летит на дальнюю штангу. Но все-таки минчанки оставляют мяч под своим контролем. Кузнецова делает перехват. Прорезная передача на Реут. И еще кубичная. Кубичная с мячом. Либо удар, либо навес здесь будет. Другого не дано, но Баркова выигрывает это верховое единоборство, но Неберова выбивает мяч. Ну и, судя по всему, будет у нас угловой. Будет у нас угловой, который подают минчанки. Ну, видели мы на самом-то деле очень много разных способов розыгрышей угловых. Но получилось так, что и пытались и навешивать, пытались и ближний пас, но, судя по расположению, конечно, здесь будет подача в штрафную площадь. Но уже одна рука поднята от Хатыревой. Хатырева делает навес, не доходит дело до удара, но верховое единоборство остается за Валюк. Пас налево. Казакевич. Казакевич сбрасывает назад, но здесь Пружина первая на мяче. Выставляет корпус, ну и очередной угловой, только уже с противоположного фланга у нас будет. 31 минута у нас идет, остается 15 минут до конца. Счет у нас 5-0 в пользу ЖФК Минск. Давайте смотреть за подачей. Так оно, в принципе, и происходит. Павлова. Павлов первый на мяче. Тут пытается идти в отбор. Ну и кто свалил? Свалили, по-моему, минчанки даже. То есть при обороне тут получилось так, что вынуждены были фалить.
Баркова. Баркова делает заброс вперед. Тут уже играет Ерецкая. Ерецкая выставляет корпус. Павлова. Верховая подача, но футболисты Минска забирают мяч под свой контроль. Ну и дали Алешина поиграть. Тут опять же Кристина немножко заскучала, судя по всему, в воротах. Поэтому дали потрогать мяч для того, чтобы почувствовать вкус игры. Но опять же, не скажем, что Алешина совсем без дела тут сидит и передачи принимает, и пытается как-то управлять командой, подсказывать. Но пока до каких-то таких, скажем, опасных моментов дело не доходит. Ну, связано это с тем, что гомельчанки пока что вот эти угрозы возле ворот соперника не создают. Но было несколько случаев контратаки для того, чтобы попробовать что-то опасное придумать. У нас идет передача направо. Принимает мяч Куприянчик. Куприянчик, передача направо. Кацинель. Кацинель. Кацинель уже в штрафной площади. Удар по воротам. Опасно. И мяч в воротах. Мирослава Зубко забивает шестой мяч в ворота футбольного клуба «Гомель». Капитан Минска очень хорошую позицию выбрала. Ну и не менее классный удар получился в девятку. И снова 88-й номер Зубко Мирослава. Капитан команды забивает гол в ворота Гомеля. 6-0. Ну и можем еще раз посмотреть за повтором. Да, действительно плотный удар, но тут, наверное, может быть вопрос к футболистам Гомеля. Почему оставили одного игрока, который принял мяч, ну и, соответственно, ударило по воротам. Счет 6-0. Реут разыгрывает, отдает на Неберову. Баркова. И Барков переводит направо на Глущенко. Глущенко забрасывает мяч вперед. Казакевич. Казакевич, перевод налево. Судья показывает, что от футболисток Минска мяч покидает пределы поля, поэтому аут в пользу подопечных Эдуарда Деменковца. Ну и давайте поговорим про календарь третьего тура. Не сказали мы об этом в самом начале встречи. Связано это с тем, что матчи все-таки у нас разделены на 2 дня. Гомель играет с Минском сегодня, ну и вот заканчивается встреча между АБФ У-19 и командой Брестского Динамо. Ну, счет по понятным причинам говорить не будем, может быть, есть у нас любители женского футбола, которые захотят посмотреть этот матч потом в повторе, поэтому тут уже просто скажем про программу нашего. У нас идет еще одна подача, ну и вот буквально каждый день, начиная с завтрашнего дня, у нас будет происходить тур. Динамо Минск сыграет с Новополоцким Нафтаном, Зорко БДУ 28 числа сыграет с Пинским Дюш Палес ГУ, ну и Витебск на своем поле будет принимать Белшин. Потом команды и, в принципе, весь чемпионат уйдет на международную паузу. Ну и команды сыграют предварительно отборочном раунде Кубка Беларуси. Это всего лишь только 4 команды. Остальных, так скажем, это не касается. Белшина сыграет с Гомелем, но Новополоцкий Нафтан будет играть с Дюшпалес ГУ. И матчи пройдут 5-6 апреля, и команда поборется за выход в четвертьфинал. Но что касается последующих планов команд, то, как мы уже сказали, у нас удар по воротам, и счет становится 7-0. Хороший плотненький удар в девятку, практически с угла штрафной площади. Ну и Минск в очередной раз огорчает футбольный клуб Гомель. Ну, давайте посмотрим. Забила номер 13 Смирнова Арина. Арина Смирнова, да, подсказывает нам диктор на стадионе. Ну, еще раз мы можем посмотреть за этим ударом. Ну, не то чтобы в девятку, но в дальний от Мацеявска с угол мяч полетел. И счет у нас становится 7-0. Так вот, после того, как команды отыграют этот тур, будет потом международная пауза, и состоится учебно-тренировочный сбор и матчи Лиги наций УЕФА. И напомним то, что наша сборная Беларуси проведет матч 4 апреля со сборной Финляндии и 8 апреля домашний матч с сербками. Ну, понятное дело, условно домашний будет играться уже на нейтральной территории. Ну, а что касается футболисток, которые вызваны в сборную, если мы говорим конкретно про наш матч в Гомеле, никто не вызван, поэтому по этой же причине и команды будут играть в предварительном раунде Кубка Беларуси. Но что касается
Минска, то можем отметить, что Ульяна Асаула была вызвана и Виктория Валюк, если мы говорим про горожанок. У нас идет атака от Минска. Куприянчик, передача назад, Хатырева, заброс в центр штрафной площади, ну и мяч уходит уже непосредственно на правый фланг. 37-я минута у нас заканчивается, 8 минут остается до конца основного времени первого тайма. Ну, опять же, тут вопрос, будет ли что-то добавлено, будет ли что-то компенсировано. Голов на самом-то деле много, что, соответственно, наверное, может очень хорошо влиять на общее время игры. Но и пока у нас есть возможность, наверное, стоит поговорить про тех футболисток, которые, по идее, могут усилить игру. И не только усилить, а, в принципе, как-то ее изменить. И я думаю, что самое время об этом поговорить. Практически одинаковый ростер у Гомеля и у Минска на этот матч. Марьяна Брилева может появиться в воротах у Минска. На самом деле, очень распространенная практика у команд, когда меняют голкиперов по ходу матча. Но, опять же, это не только связано с игрой, может быть, с каким-то недовольством тренера, а с тем, чтобы дать одинаковую нагрузку для того, чтобы оба голкипера, ну и, в принципе, все вратари, которые есть в заявке команды, находились в игровом тонусе. Вполне возможно, что, может быть, что-то похожее и произойдет. Но, на самом-то деле, работая на матчах и прошлого сезона, и позапрошлого, часто я видел, что команды действовали похожим образом. Но, опять же, это не касается матчей, где игра идет, так скажем, кость в кость. Но вот в нашем поединке, когда счет у нас уже 7-0, вполне возможно, что Марьяна Брилева сможет появиться в воротах. Что касается полевых игроков, Ангелина Гирос, Кристина Киянко, Виктория Натиткова, Яна Есвин, Полина Острейка и Ульяна Узун могут усилить или как-то поменять тактическую игру женского футбольного клуба Минск. Но пока смотрим за угловым. Смотрим за угловым, идет подача, и мяч попадает, так скажем, в верхнюю сторону сетки, хотя показалось, что мог так за шиворот улететь Мацияускас, но Анастасия все видела и, соответственно, внимательно контролировала эту ситуацию. Что касается ростера гомельчанок, Екатерина Савицкая, Юлия Бакун, Кристина Гавриловец, Ангелина Курбатова, Алина Василенко, Валерия Селицкая и Елизавета Куликова могут появиться на поле во втором тайме. Но, опять же, следя за ростером, то, не делают такое большое количество замен ни Минск, ни Гомель, поэтому, может, будут уже играть с первоначальным ростером, который был заявлен с самого начала поединка. 40-я минута у нас пошла. Чуть более 5 минут у нас остается до конца. Передача назад. Передача налево. Кубичная отправляет налево. Казакевич. Еще один пас на левый фланг. Продолжается атака от Минска. И тут очень хорошо Савицкая сыграла в отборе, выставила ногу и отправила мяч на пружину. Но у нас здесь, соответственно, мяч уходит за пределы поля. Кубичная. Идет пас на правый фланг. Куприянчик отдает направо. Хатырева. Еще один навес. Но Мацияускас первая на мяче. Забирает его, выжидает небольшую паузу. Может быть, для того, чтобы дать партнеру по команде возможность перестроиться, и что-то придумать. Отправляется мяч налево. Кузьминцова попадает в соперника. Диана Кацинель выставляет корпус. И, соответственно, от нее мяч и покинул пределы поля. Выбивается мяч вперед. Ерецкая на Хатыреву. Перехват от Ерецкой. Выставляет корпус Ерецкая. Минск в атаке. Пас направо. Кацинель делает прострельную передачу. Глущенко играет ногой. Павлова на Баркову. Хорошая передача на Реут. Реут набирает скорость по левому флангу. Корпус выставляет Виктория Казакевич. Передача на Хатырева дает назад. Совершенно одна. Тут центр Деф Минска оказалась.
Ну и сразу же спокойно они убивают мяч подальше. Еще один пас направо. Хатырева. Хатырева делает подачу вперед, но Мацияускас здесь первый на мяче, забирает мяч под свой контроль Анастасия. Но что касается времени, остается 3,5 минуты до конца первого тайма. Но опять же, тут интересно посмотреть, будет ли что-то добавлено. Но, судя по реакции резервного судьи, ну и, наверное, и рано еще, наверное, смотреть. Время, наверное, пока что добавлять рановато. В любом случае, раньше всех узнаем и обязательно вам сообщим. Казакевич. Казакевич дает передачу назад. Кубичная. Кубичная с мячом. Что-то подсказывает руками своим партнерам по команде для того, чтобы они как-то расположились. Дойдет ли дело до удара? Нет. Мяч скидывается назад на Зубко. Зубко отправляет на правый фланг. И пойдет ли здесь навес? Нет, не пойдет. Тут решила сама пройти. И тут Неберов попадает оппонента, и мяч выходит за лицевую линию. Мацияускас будет устанавливать, ну и дает возможность уже Барсуковой навести мяч в игру. Судя по всему, куда-то подальше от штрафной площади мяч полетит. Барсукова. Довольно-таки дальний удар, но не уходит за пределы центрального круга. Мяч в руках у Мацияускас. Передача вперед. Отправляется назад. Еще одна передача направо. Кацинель. Пас назад. Кубичная. Кубичная дает на левый фланг. Перевод налево. Ну, еще одна подача в штрафную. Получится ли здесь ударить? Да, получается. И счет становится 8-0. Минск под концовку первого тайма отправляет мяч в сетку ворот. Максим Попок показывает, что нужно идти к центру поля. Давайте разбираться на повторе, как у нас произошло это взятие ворот. Ну, в принципе, все спокойно. Виктория Валюк оказалась внутри штрафной площади, сразу же ударила по воротам, ну и попала в створ. Соответственно, сделал счет 8-0. Неберова. Неберова. Отправляет мяч направо. Савицкая. Забила номер 76. Валюк Виктория. Пас направо. Ну и попытка контратаки от гомельчана. Трео сбрасывает назад на Ерецкую. Еще один пас направо. Кацинель. Кацинель делает подачу вперед. Ну и вот вновь Валюк. Удар по воротам. И 9-0 счет становится. На 45-й минуте Виктория Валюк отправляет очередной мяч в ворота футбольного клуба Гомель. Ну, опять же, наверное, сейчас, после того, как футболистки Гомеля разыграют мяч с центра поля, судя по всему, прозвучит свисток, ну и команды отправятся на перерыв. Посмотрим. Посмотрим, да, даже не дают разыгрывать, и футболистки уходят на перерыв, и мы вместе с вами также отправляемся на отдых. 15 минут. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
Возвращаемся в эфир. Второй тайм матча между Гомелем и Минском у нас стартовал. Счет 9-0 по итогам 45 минут. Ну и, конечно же, будем внимательно сейчас наблюдать за тем, как у нас будет происходить игра дальше. 45 минут есть у команд для того, чтобы решить свои поставленные цели на этот поединок. Ну что, давайте смотреть. У нас тем временем идет подача. Сыграла Арина Смирнова. 12 номера. Пружина Татьяны на поле вышла. Номер 3. Ногой, ну и, соответственно, мяч уходит за лицевую линию. Яускас дает, в принципе, по такой классической схеме Барковой для того, чтобы она смогла вести мяч в игру. Выбивается он вперед, ну и здесь подталкивают и резкую нарушение правил в центре поля. Ну и давайте еще раз, наверное, поговорим о всех составах, которые у нас есть в положении. Ну и отметим, что Татьяна Пружина поле покинула, вместо нее на поле вышла Екатерина Савицкая. Ну и, пожалуй, начнем с гостей сегодняшнего матча. Это команда женский футбольный клуб Минск. Кристина Алешина в воротах, номер 65, Ульяна Асаула, номер 2, Ксения Кубичная, 4, Яна Хатырева, 7, Диана Кацинель. Под 10 номер Мария Куприянчик, 11, Арина Смирнова, 13, Виктория Казакевич, 20, Лада Пашковская, 44, Виктория Валюк, 76, Мирослава Зубко, 88. Главный тренер команды Андрей Пышник. Такой вот состав горожанок на сегодняшний поединок. Ну, а что касается состава футбольного клуба Гомель, Анастасия Мацияускас в воротах. Капитан команды. У нас тем временем удар по воротам, мяч летит в правый угол. Анастасия Баркова, номер 2, Валерия Ерецкая, номер 4, Мария Павлова, 5, Вероника Кузнецова. Под 8 номер Валерия Неберова, 10, Татьяна Пружина, которая уже покинула поле. И еще раз напомню, то, что Екатерина Савицкая по 3 номерам вышла на поле. Анастасия Савицкая 13, то есть будем тут уже упоминать Екатерина Савицкая и Анастасия Савицкая, то есть, так скажем, две Савицких у нас сегодня действуют на поле. Ксения Барсукова 14, Мария Глущенко 17, Анна Реут 19 номер. Ну что, давайте смотреть. Дальше за игрой идет еще одна передача, пас налево, ну и что, опасный момент может получиться, прострельная передача, но никто из футболисток Минска здесь этот мяч не замкнул. Еще один заброс. Идет подача, но здесь хорошо Баркова сыграла внутри штрафной площади. Реут сбрасывает на Павлову. Павлова дает назад на Кузьминцову. Кузьминцова, передача налево. И Минск продолжает атаку. Ну что, хорошая позиция для удара может произойти, но нет, идет передача внутрь штрафной площади. Выбивает Баркова подальше от собственных ворот. Ну и тут уже на чужой половине поля принимает Виктория Казакевич мяч. Казакевич, передача налево. Перехват от Савицкой. Екатерина сыграла. Мы отметим, что Анастасия будет играть туда ближе к опорной зоне, но Савицкая это, так скажем, фланговый полузащитник или защитник. Тут, в принципе, наверное, по всей бровке оборонительной будет действовать. Савицкая на правом фланге. То есть можно по-разному называть, кому как удобно. Либо защитник, либо полузащитник. Ну и, соответственно, также к атаке подключаться в случае чего. Идет еще один заброс на правый фланг. Вновь Минск в атаке. Можно здесь отправить мяч назад. Хатырева, подача, но не доходит дело до удара. Но тут, по-моему, даже Ксении Барсуковой мяч в лицо, судя по всему, попал. У нас еще один заброс на правый фланг. Минск продолжает атаковать. Подача в штрафную, но играет ногой Савицкая. И контратака потенциально и резко. Очень здорово проходит. Сбрасывает мяч назад. Кузьминцова в подкате. Перехват в исполнении Зубко. Удар по воротам и рядышком со штангой. Мяч пролетает. Опасный момент произошел. Подай мяч. Ну и Мацияускас будет вводить мяч уже с пределов своей штрафной площади. Ну, понятное дело, будет, наверное, отдавать возможность вести Барковой. 5 минут у нас прошло. На самом деле, эти 5 минут прошли намного быстрее, чем первые 5 минут первого тайма. Ну, так
заметил я по времени. Но, опять же, моментов хватает, поэтому тут уже, наверное, так более быстрее будет время проходить. Ну что, давайте дальше смотреть. Передача в центр. Пас налево. Еще один заброс на левый фланг. И вход в штрафную площадь. Но Мацияускас первая на мяче. Забирает его под свой контроль. И выбивает мяч подальше. Но здесь неприятное падение. Савицкая оказывается на газоне. Казакевич. Казакевич, передача в центр. Хатырева разворачивается, дает пас на правый фланг. И уже по правой стороне поля атакуют минчанки. Хорошая передача внутрь штрафной площади. Зубко. Зубко, удар по воротам. Это не Зубко даже бил. Зубко отдавала передачу. А Валюк уже наносила решающий удар. Но мяч полетел мимо ворот. Но, судя по всему, горожанки заработали угловой. Поэтому будет еще одна попытка корнера. И попытка розыгрыша. Кацинель. Ну, а здесь Кацинель, наверное, будет делать подачу. Еще удар головой. И опасный момент. Опять же, рядышком со штангой мяч проходит. В очередной раз можем отметить, что неплохой момент произошел у минчанок для того, чтобы в очередной раз отличиться. Продолжаем смотреть. За игрой у нас идет тем временем 52-я минута матча. Минск владеет мячом. Вот мяча из аута. Пашковская. Пашковская отдает назад на Казакевич. Казакевич на Кубичную. Кубичная передача в центр. Валюк. Валюк. Пас налево. Еще один момент. Ну что, получится ли здесь ударить по воротам? Зубко. Удар по воротам и в левый угол ворот. Мяч полетел, но мимо. Мимо все произошло, поэтому еще один шанс для Барковой отправить мяч подальше от собственной штрафной площади. Что из этого выйдет, конечно, вместе с вами посмотрим. То есть видим, что на первых стартовых минутах, наверное, больше возможностей у Барковой. Вести мяч в игру. Отправляется он на левый фланг. Еще один заброс направо. Кузнецова. Кузнецова и приподнимают флаг вверх. Сигнализирует Андрей Садловский то, что мяч будет под контролем гомельчанок. Павлова. Павлова отправляет налево. Еще один пас. Казакевич. Казакевич с мячом. Идет еще один заброс. Пас на левый фланг. Асаула. Асаула и чуть едва ли в свои ворота Баркова не срезала, но благо там Мацияускас хорошо прочитала эту ситуацию, ну и, соответственно, забрала мяч под свой контроль. Баркова. Баркова выбивает мяч подальше. Смирнова. Смирнова. Передача на Хатырева. Хатырева делает еще одну подачу. Куприянчик, ну, судя по всему, наверное, будет навес. Будет подача Хатырева. Идет еще один навес. И здесь уже вступает в игру Мацияускас. Пас направо. Баркова. Савицкая. С мячом Екатерина Савицкая очень хорошо убирает оппонентку. Казакевич. Перевод направо. Вновь минчанки начинают владеть мячом. Смирнова. Смирнова. Диагональная передача на правый фланг. Ну и хорошая возможность уже для минчанок попробовать создать какой-то эпизод. Но получится ли здесь это придумать? Шла, наверное, передача, но Кузнецова выставляет здесь корпус и, соответственно, будет угловой.
Катя, сюда! Давайте смотреть. Приподнимается правая рука вверх. Очередная, наверное, домашняя заготовка. Будет в исполнении горожанок. Смирнова. Смирнова делает подачу, удар головой, и Мацияускас забирает мяч. Оказывается в руках голкипера Гомеля. Ищет варианты, ну и видит, что Глущенко свободно на правом фланге. Глущенко отыгрывается с Неберовой. Пас на Екатерину Савицкую. Ну и Реут, ну, решили так в стеночку поиграть, но не получилось здесь пройти вперед. Поэтому тут уже, соответственно, нужно как-то по-другому перестроиться. Казакевич. Кубичная. Кубичная отдает передачу на правый фланг. И уже по правой стороне поля атакует Минчанки. Заброс вперед на Зубко. И здесь уже мяч выходит за лицевую линию. Ну и на самом-то деле очень большая группа футболисток Минска пошла сейчас разминаться. Поэтому, наверное, стоит ожидать какие-то замены в изначальном составе от Андрея Пышника. Ну и видим, что уже Барсукова устанавливает мяч внутри штрафной площади и будет вводить его в игру. Барсукова. Перевод налево. Мяч находится в центре. Что здесь получится? Давайте смотреть. Давайте смотреть. Заброс налево. И удар по воротам. Счет становится 10-0. 10-й мяч оказывается в сетке ворот футбольного клуба Гомель. Лада Пашковская. Хорошим, плотненьким ударом отправляет мяч в сетку. Неплохо получилось. Ну и давненько мы, кстати, голов не видели. Так что можем еще раз понаблюдать за тем, как мяч оказался в сетке. Здесь неплохо. Ну и вроде бы среагировала Мацияускас на этот удар, но этого было недостаточно для того, чтобы сделать сейв. Ну что, давайте смотреть. Реут разыгрывает, отдает передачу на Баркову. Баркова находится уже в центре обороны, действует против Виктории Валюк. Еще одна передача, удар по воротам, и очень здорово Барсукова катится в подкате, не давая нанести плотный удар. Хотя в целом-то атака от Минска получилась очень неплохой. Будет у нас идти подача углового. Горожанки идут подавать, ну и тут два мяча у них оказались. Но можно выбрать какой-то более счастливый. Ну что, давайте смотреть. Как я уже говорил, очень много различных розыгрышей угловых было от футболисток Минска. Но сейчас, судя по всему, будет еще одна подача. Нет, мяч вылетает в ближний угол. Пашковская. Пашковская, идет еще одна подача. И Мацияускас играет руками, но офсайд был зафиксирован. И сразу видит Максим Попук то, что Андрей Садловский зафиксировал офсайд. И, соответственно, тут уже будет Баркова выбивать подальше от своей штрафной площади. Еще один заброс. Головой сыграла Мария Куприянчик. Кубичная. Павлова. Идет Павлова по левому флангу. Но одна из редких атак от футбольного клуба Гомель. Тут, судя по всему, передача на Реут шла, но атака продолжается. Атака у нас продолжается. Реут, классный перехват. Савицкая. Перевод налево, делают навес. И здесь мяч попадает в верхнюю часть сетки. Но вот Кристина Алешина все-таки среагировала. Но видела, что летит мяч еще под перекладину. Ну и тройная замена у Минска готовится. То есть будет Андрей Пышник снимать 3 футболисток, даже 4 замены. Сейчас произойдет у горожанок. Ульяна Узун, Яна Есман, Ангелина Герас и Виктория Натиткова. А вот этих 4 футболистки в совсем скором времени появятся на поле. Даже не 4 замены, аж целых 5. Еще отметим, что Кристина Киянка также будет
в скором времени находиться на поле. Ну, то есть 5 футболисток будет снимать сейчас Андрей Пышник с игры, наверное, для того, чтобы как-то освежить игру, поэтому, наверное, гомельчанкам тоже нужно подумать о заменах и, соответственно, об освежении ростера, потому что 5 новых футболисток, это, конечно, очень сильно может повлиять на ход игры. Ну, в принципе, мы сказали про тех, кто сейчас будет уходить с игры, точнее, кто будет входить. Еще раз напомню: Ангелина Гирос, Кристина Киянка, Виктория Наценкова, Яна Есман и Ильяна Узун. Вот эти футболистки, которые сейчас появятся на поле. Ну, а кого снимает Андрей Пышник? Видим Викторию Казакевич, Ульяна Саула. Ну и тут с нашей позиции можно увидеть Ксения Кубичная, Лада Пашковская, ну и, соответственно, Яна Хатырева. Вот этих 5 футболисток Андрей Пышник снял с игры. Ну что, давайте смотреть, как, в принципе, повлияет это на ход игры. То есть, ну, практически все замены были у нас произведены на 60-й или на 61-й минуте. Довольно-таки такая стандартная цифра. Но минчанки сразу же берут мяч под свой контроль. Ну и, как я уже сказал, для того, чтобы сопротивляться свежим футболисткам, конечно, нужно и подумать о заменах. Тем более, что про ростер подопечных Эдуарда Демьянковца мы уже вместе с вами говорили, что ростер запасных примерно одинаковый у двух команд, поэтому можно тут также отправлять запасных. Пас налево. Выиграно единоборство футболисток Минска, и мяч идет на Кристину Алешину. Тут, наверное, руками играть нельзя, судя по всему, но все-таки решила она этого не делать. Валюк. Валюк. Передача направо. С мячом Гирос. Ходит мяч назад, и опять же защитники Минска берут мяч под свой контроль. Есман. Ну и отметим, что Яна Есман в прошлом сезоне, точнее первую ее половину, выступала за футбольный клуб Гомель. Знает хорошо этот стадион. Не чужой, как говорится. Домашние матчи гомельчанки также проводили и в прошлом сезоне на стадионе «Юность» в Добрыше. Но уже в летнем межсезонье Яна Есман перешла в футбольный клуб Минск. Ну и вот по нынешнее время защищает цвета горожанок. У нас тем временем атака. Гирос. Идет еще одна подача, но попытка выбить мяч подальше от собственных ворот. Куприянчик. Куприянчик сбрасывает на Киянку. Киянка. Куприянчик. Ну что, попытка дальнего удара будет, либо просто прострельную передачу сделает Кузьминцова. Ну и пока, видим, минчанки позиционно начинают атаковать. В команде Минска произошли Есман. Вместо второго номера Асаула Ульяна на поле. Заброс вперед. Валюк. Не доходит дело до удара. Неберова. Неберова сбрасывает на Реут. Пас налево. На Титкова. Номер 5. Киянка Кристина. Куприянчик. Вместо 44-го Куприянчик отправляет мяч направо. Киянка. Узун Ульяна. Еще один заброс направо. Мяч находится в центре. Узун. Узун. Пас направо. Ну вот, гомельчанки практически мяча сейчас не касаются. Последние минуты. Удар головой в ближний угол. Мяч полетел. Ну, практически никаких шансов горожанки не дают своим оппоненткам просто коснуться даже мяча. Вот так позиционно атакуют. Ну и вот, наверное, о чем я и говорил, что сейчас вот эти свежие футболистки, которые вышли на поле, конечно, соответственно, будут контролировать мяч, ну и, соответственно, выполнять какие-то тактические установки от Андрея Пышника. Тут, наверное, может быть не цель, как забить как можно больше мячей, а может быть какую-то связь наладить между партнерами, что, в принципе, сейчас и происходит. То есть большое количество передач, навесы периодически, ну, стараются как-то так в короткий пас, ну и, соответственно, так растягивать оборону. Можно, в принципе, в общем плане за этим понаблюдать. Зубко. Зубко делает прорезную передачу на Кацинель, удар по воротам, и Мацуяуска справа зафиксировала ближний угол, закрыла его точнее, и сыграла хорошо ногой, хотя плотненький выстрел получился.
Также отметим удар от футболисток Минска. Ну а здесь игра в стенку. Игра в стенку, еще один сейв от Мацияускас. Забирает Анастасия мяч под свой контроль. Ну и небольшую паузу выжидает для того, чтобы как можно скорее ввести его в игру. Неберова. Еще один пас направо. Нетиткова. Нетиткова отправляет мяч на правую сторону. Киянка. Еще один пас направо. Зубко. Зубко идет подача на дальнюю штангу, но там, судя по всему, наверное, мяч покинет предел поля, хотя, может быть, и футболистки Минска смогут сохранить его под своим контролем. Есьман. Есьман додает на левый фланг. На Нетиткова. Нетиткова, соответственно, вперед на Куприянчик. Куприянчик, и тут уже Реут имеет хорошую возможность убежать в контратаку, но сразу же эту идею футболистки Минска сблокировали. Хорошая передача от Есьман. Мяч остается в пределах поля. Удар головой мог бы здесь получиться, но нет. Выходит он за лицевую линию, но у нас 66-я минута. Все меньше и меньше времени у нас остается до конца нашего матча. 24, если быть точным. Ну и плюс добавленная. Сколько же там все-таки компенсируют, но об этом пока что говорить рано. Просто так сказать о добавленном времени. Идет подача в штрафную, удар головой, но мяч летит мимо ворот. Удастся ли мячанкам сохранить мяч? Нет, просто они его выбивают подальше от ворот. Ну и, соответственно, будет еще попытка уже, соответственно, у Барсуковой выбить мяч подальше от ворот. Киянка. Передача направо. Еще один заброс. Но и мяч выходит за лицевую линию. Поэтому еще один шанс для Барсуковой выбить мяч подальше от собственных ворот. Ну что, давайте смотреть. Барсукова выбивает его подальше. Перевод направо. Кацинель. Кацинель. Передача внутрь штрафной площади. И перехват в исполнении Смирновой получился. Кузьминцова. Кузьминцова на Павлову, но передача не дошла. Но Ангелина Гирос, которая, в принципе, находилась в неплохой для себя позиции. Очередная атака от Минска. Передача назад от Узон. Узон сбрасывает назад от партнера, и уже Смирнова с мячом. Смирнова, пас направо. Тоже Гирос сделала попытку навесить, но мяч все-таки не оказался внутри штрафной площади. Давайте тут уже наблюдать за тем, как продолжается атака от Минска. Ну вот, в принципе, на протяжении последних минут 7, наверное, очень редко мы называем фамилии футболисток Гомеля. Но вот сейчас контратака. Ерецкая. Ерецкая с мячом. Нужно, наверное, расставаться. Тянут ее за футболку, но Ерецкая здесь довольно-таки сильную передачу отдала на набегающую Реут. И тут, конечно, тяжеловато было на что-то рассчитывать, потому что, во-первых, передача была сильная, да и, во-вторых, уже защитники Минска переместились на свои привычные позиции при обороне. Валюк. Валюк, пас налево. Ну что, надается передача в центр. Удар по воротам. Классный гол. Классный гол и не менее классный розыгрыш. Счет у нас становится 11-0. Минск забивает очередной мяч в ворота футбольного клуба Гомель. В ворота Гомеля забила 88-й номер Зубко Мирослава. Мирослава Зубко. И если я не ошибаюсь, это, наверное, все-таки третий мяч для Мирослава Зубко в этом поединке. Тут, наверное, стоит уточнить этот момент, потому что я говорил еще в начале встречи, что вряд ли так получится, что, например, все 11 голов забьют 11 разных футболисток. Тут, конечно, бывает разные ситуации, но тут, наверное, не этот случай. Да, у Зубко сейчас на данный момент 3 мяча, у Валюк 2, ну и Асаула, Кацинель, Хатырева, ну и, соответственно, Пашковская забили
по мячу. То есть Зубко даже не просто хэт-трик оформил, а она даже покер сейчас. То есть Зубко вполне возможно сейчас возглавляет таблицу лучших бомбардиров. Идет передача в центр. Баркова. Баркова. Перевод в центр. Отправляется мяч направо. Есьман. Есьман с мячом. Смирнова. И Смирнова отдает на правый фланг Павлова. Мяч уходит назад. Ну и давайте смотреть уже, как минчанки продолжат атаковать. Куприянчик. Перевод налево. На Титкова. Валюк. Валюк уже в штрафной площади. Передача в центр. И просто здесь без шансов для голкипера Гомеля. Просто тут в упор забили этот мяч. И счет у нас становится 12-0. Забивает Минск. Ну и давайте смотреть на повторе, как у нас был разыгран этот мяч. Но, в принципе, что-то обсуждать конкретное тут не стоит. Все, наверное, видели. Просто отдали передачу в разрез. И, соответственно, мяч оказался в сетке ворот. Но у нас еще одна замена. Покидает поле Мария Глущенко. Ну и вместо нее выходит Елизавета Куликова. Ну, то есть видим, что Эдуард Зинковец таких более молодых футболистов выпускает, которые совсем недавно еще играли на первенстве среди молодежных команд категории ВЮ-17. Ну и, соответственно, тут уже дают шанс проявить себя на высшей лиге. Неберова. Неберова отправляет мяч на Павлову. Еще один заброс получится на правый фланг. И здесь уже все спокойно завершается без особых трудностей. Свалили на левом фланге. Ну и подходит Баркова. В ворота Гомеля гол забила 17 номер Есьман Яна. Команде Гомеля замены. Вместо 17 номера Лущенко Мария. Идет подача. Ну и тут в игру вступает Кристина Алешина. 73-я минута. Сейчас, думаю, более чаще будем обращаться к секундомеру для того, чтобы понимать, сколько времени у нас остается до конца нашего матча. Есьман. Есьман отдает пас назад. Киянка. На Титкова. На Титкова. И здесь хорошо сыграла Елизавета Куликова. Ну, Екатерина Савицкая тут попыталась пройти по правому флангу. На Титкова. Валюк. Валюк отдает передачу налево. На Титкова. На Титкова идет в обыгрыш, отдает передачу в центр штрафной площади, но здесь хорошо сыграла Барсукова, выбила мяч подальше от собственных ворот, и мяч уже уходит на левый фланг. Еще одна подача, но Мацияускас здесь первый на мяче, но там, по-моему, даже офсайд был зафиксирован. Поэтому можно особо не спешить от Баркова и, соответственно, попробовать этот мяч разыграть. Павлова. Павлова идет по левому флангу. На Титкова. Сбрасывает мяч назад. Смирнова. Еще одна передача в центр. Павлова. Кацинель. Кацинель, но здесь, в принципе, футболистки
неплохо разыграли. Минск начинает очередную атаку. Ну и хороший перехват от Павловой. Сразу же идет передача на Реут. Ну и мяч уходит на голкипера Минска Кристину Алешину. Алешина. Еще один пас в центр. Есман. Есман. И получает по ногам Яна Есман. Тут Ерецкая в подкате. Полетела, но обойдется без предупреждений. Атака от Минска у нас заново начинается. Виктория Валюк. Валюк. Передача в центр. Ну что, дойдет ли дело до удара? Нет. Смирнова все-таки решила отдать передачу на правый фланг. Кацинель. Еще один заброс. И мяч отправляется в штрафную площадь. И здесь Мацияускас уже сыграла руками. Мяч остается в игре. То есть, в принципе, можно уже по-другому как-то его разыграть. Идет передача направо. Футболистки Минска навешивают. Ну и неплохой момент. Ну и, кстати, довольно-таки хороший лайв в нашей трансляции. 170 зрителей даже смотрят нашу прямую трансляцию. Наверное, любители футбола, которые совсем недавно смотрели матч АБУФФ в Ю-19 с Брестским Динамо, наверное, переключились уже на наш эфир. Ну и, конечно, смотрят за тем, как играют футболистки Гомеля и Минска в третьем туре женской высшей лиги. Ну и мяч у нас тут... передача в центр. У нас тут мяч покидает пределы поля. Будет уже возможность у Куликовой вести его в игру. И тут не получилось Неберовой сыграть в стенку, поэтому... Посмотрим, как уже футболистки Минска будут разыгрывать этот выброс из аута. Идет еще один навес. Удар по воротам, и счет становится 13-0. Счет становится 13-0. Очередной плотненький удар, который заканчивается взятием ворот. Диана Кацинель забивает мяч. Забивает 10-й номер. Кацинель Диана. Хороший плотненький удар, да и на самом-то деле хватает в этом матче тех выстрелов, которые, ну, заканчиваются практически без шансов для голкипера Гомеля. Сразу же идет розыгрыш, передача налево. Идет заброс. Кацинель. Передача направо. Смирнова. Отправляется мяч назад. Киянка. Перевод налево. У нас еще один заброс. Виктория Валюк. Удар по воротам. И рикошет неприятный. И мяч оказывается в сетке. Офсайда здесь не будет. Счет становится 14-0. Ну да, кстати, вот активно сейчас голы пошли в последние минуты. И казалось бы, что после этих замен, которые у нас были, забила номер 77 Узун Ульяна, то Минск не особо так и атаковал на ворота, больше старался как-то играть в пас. Но вот сейчас голы пошли, ну и Ульяна Узун становится автором забитого мяча. Реут. Реуту дает на Баркову. Баркова, соответственно, дает налево. Еще одна передача. Ну и мяч уже находится под контролем Савицкой. Анастасии попыталась отдать уже передачу на Павлову. Еще один заброс на правый фланг. Разворот тут Мирослава Зубко. Перевод направо. Ну и давайте смотреть за дальнейшим розыгрышем от футболиста Минска. Удар по воротам и довольно-таки
Опасно сейчас пробивали, но Мацияускас на месте зафиксировала мяч под свой контроль. Ну и, соответственно, сейчас он выходит назад. Куприянчик. Куприянчик. Передача налево. Валюк. Еще один заброс. Ну и тут Мацияускас забирает его под свой контроль. Баркова. Дальняя передача вперед. Ерецкая проигрывает единоборство. Ну и совершенно одна Реут здесь осталась впереди. Спокойно уходит из-под прессинга Кристина Киянка. Заброс направо. Ангелина Гирас. Перевод на правый фланг. Идет еще одна подача. Удар по воротам. Ой-ой-ой, какой момент. Сейчас был у Виктории Валюк. Прекрасная возможность для того, чтобы отправлять уже 15-й мяч в сетку ворот Гомеля. Ну и, кстати, двойная замена сейчас будет произведена у гомельчанок. Валерия Селицкая и Юлия Бакун появятся на поле. Тут уже остается вопросом, кого же все-таки Эдуард Демиковец заменит и кого же снимет с игры. Ну, подождем. Думаю, что шансы для этого еще будут посмотреть. Кидает поле Мария Павлова. Вместо нее выходит Юлия Бакун. Ну и, судя по всему, наверное, Анну Реут также снимают с игры центрального нападающего. На поле выходит номер 6 Бакун Юлия. Ну и вместо Реут, соответственно, Валерия Селицкая появляется на поле. Ну, посмотрим, как сейчас будут перестраиваться. Вполне возможно, что в одного центрального нападающего будут играть записанные Эдуарда Демиковца. 18 номер Селицкая Валерия. Но посмотрим. За тактической схемой также может интересно. Может быть, и Бакун вместо Реут пойдет также действовать впереди. Есман. Есман отдает передачу направо. Савицкая. Савицкая тут уже в игру вступает. Еще один заброс. Но получится ли ударить поворотом? Давайте смотреть. И здесь нет. Все спокойно. Завершается. И Мацияускас первая на мяче. Мацияускас первая на мяче. Перевод налево. Барсукова. Ситкова. Есман. Есман. Передача направо. И идет еще одна подача. Удар головой, но не заходит мяч в створ. Тут у нас нарушение правил, судя по всему, было зафиксировано. Фол в атаке. Вот футболисток Минска. 83-я минута. 7 минут остается до конца основного времени матча. Баркова у мяча. Еще один заброс. Верховое единоборство остается за Ариной Смирновой. Валюк. Валюк. Передача налево. С мячом Ульяна Узун. И оказывается на газоне две футболистки. Ну и, судя по всему, тут уже будет либо навес, либо ближний розыгрыш. Да, будет штрафной. Ну и хорошая возможность, хорошая попытка для того, чтобы попробовать разыграть как-то этот штрафной. Получится ли? Сейчас посмотрим. Да, идет навес и удар по воротам в ближний угол. Мяч полетел углового, судя по всему. Не будет, поэтому Барсукова устанавливает мяч возле штрафной площади, отдает на Кузьминцову. Кузьминцова, соответственно, на Бакун. И тут уже нужно подумать об обороне. Ну а здесь штрафной. Штрафной и очередной фол в атаке. В исполнении футболисток Минска.
85-я минута. Счет 14-0. Ну и пока, наверное, это один из самых крупных счетов за проведенных, ну, неполных 3 тура, так скажем. Сейчас, конечно, уточним эту информацию для того, чтобы более точно быть уверенным в этих словах. Но у нас удар по воротам, и Кристина Алешина отбил мяч и, соответственно, выбила его подальше. Ну да, по-моему, это самый крупный счет. Крупнее еще не было. Наверное, самый крупный счет, который был, это принадлежал и Гомелю вместе с Динамо Минска, когда минчанки обыграли гомельчан на этом же поле. Удар по воротам, и Мацияускас забирает мяч под свой контроль. Ну и еще такой третий по антирекордности матч — это Белшина Зорг БДУ. Зорг БДУ тогда победила со счетом 5-0. В основном все счета заканчивались не такими крупными. Ну, я думаю, что по ходу чемпионата, наверное, все-таки что-то похожее у нас еще будет. В центре мяч находится. Горожанки забирают его под свой контроль. Куприянчик отдают на Алешину. Алешина передача налево. Ну и, кстати, вот заметили, что замены голкипера все-таки не произошло в составе Минска. Поэтому, наверное, Алешина и будет отыгрывать все 90 минут этого поединка. Узон. Ну что, здесь еще одна прорезная передача, но мяч выходит за лицевую линию. Мацияускас устанавливает возле штрафной площади. 87-я минута у нас стартовала. 4 минуты до конца основного времени матча. Ну и плюс добавленное главным арбитром, если, конечно, это время будет добавлено. Выбивается мяч вперед. Еще один заброс. Перевод налево. Есьман. Есьман. Передача направо. Внутрь штрафной площади отправляется мяч. Зубко делает подачу. Еще один розыгрыш и удар по воротам. Судя получится, летит мяч чуть выше перекладины. Опасный момент и, соответственно, вряд ли можно его назвать по-настоящему острым. Барсукова у мяча. Барсукова мяча ищет варианты, кому можно мяч отдать. Перевод направо. Савицкая. Савицкая проигрывает верховое единоборство, но тут уже Барсукова подстраховывает партнеров по команде. Лена Узон. Уже в штрафной площади футболистки Минска. Тут еще один разворот, удар по воротам, и счет становится 15-0. Счет становится 15-0, а очередной мяч оказывается в воротах футбольного клуба Гомель. Под концовку нашей встречи. Ну, можем еще раз посмотреть за повтором. В правый от голкипера угол мяч полетел. Забивает номер 88 Зубко Мирослава. И Мирослава Зубко. Это 5-й для нее мяч. Сначала был покер, но вот сейчас уже 5-й мяч оказался в сетке. Интересно. Ну что, счет у нас 15-0. Ну и посмотрим, будут ли у нас еще забитые мячи. Сразу же идет передача на правый фланг на Селицкую в исполнении Неберовой. Ну и дают играть. Дают, в принципе, здесь играть. Еще один заброс. Барсукова. Передача в центр. Еще один розыгрыш. И здесь оказывается на газоне футболистка Минска. Атака продолжается от горожанок. Разворачивает Смирнова. Дает передачу налево. На Титкова. Еще одна подача. Ну что, дойдет ли дело до удара? Удар по воротам. И Яна Есьман забивает мяч. Счет становится 16-0. И забивает Яна Есьман в ворота своей бывшей команды. Понятное дело, что не празднует, тот просто принимает поздравления от партнера по команде. Счет 16-0. Давайте смотреть. Опять оставили тут Есьман одну. Она развернулась, ударила по воротам. Ну и Мацияускас тут в прыжке пыталась дотянуться до мяча, но не удалось это сделать. 50 секунд у нас остается до конца основного времени матча. Отправляет Екатерина Савицкая мяч назад. Ну и тут, наверное, может быть, стоит подержать мяч, как-то поперепасовываться. Савицкая.
принимает мяч в центре поля, останавливает его, но пока нет вариантов. Тут уже и такой активный прессинг от горожанок у нас происходит. Передача вперед. Принимает мяч Ульяна Узун. Пас направо. И здесь на газоне оказывается Есман, но мяч уходит за лицевую линию. 10 секунд, ну и, наверное, после ввода мяча от Мацеаускас, либо от Барковой, прозвучит финальный свисток, который даст сигнал об окончании матча. Со счетом 16-0 женский футбольный клуб Минск побеждает на выезде женский футбольный клуб Гомель. 16-0, ну и, в принципе, наверное, много времени мы потратим на то, чтобы сказать, кто же все-таки забивал. Саула, Кацинель, Зубко, Хатырева, потом еще Зубко 2 забила, Смирнова и Валюк под концовку первого тайма также сделала еще 2 мяча. Потом Пашковская, Зубко, Есман, Кацинель, Узун, Есман и Зубко, соответственно, отправили мячи в ворота женского футбольного клуба Гомель. Мы благодарим всех, кто смотрел нашу трансляцию на YouTube-канале «Женский футбол Беларуси». Для вас на этом матче работал комментатор Антон Косик, оператор Владимир Каменев. До новых встреч, услышимся на футболе.